Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Якутск всегда считался важным транспортным узлом в инфраструктуре республики. Давайте разберемся, как работает транспортная инфраструктура между столицей республики и Нижним Бестяхом. Мы встречаем, Встречаете? ждем родственников из города Благовещенска. Из Благовещенска. Да. А вообще самим приходилось кататься? Пока еще нет, не приходилось, но планируем, Ага. думаем об этом уже, стали задумываться. Здесь первый раз вообще, Мгм. посмотрели, вроде все уже готово для этого, поэтому вот планируем. Есть Может быть, в возможность будущем, покататься? да, есть возможность, планируем поехать в путешествие. Отлично. Именно на поезде, да. Все устраивает, очень хорошо. Просто желание было бы, чтобы поближе немножко сделали. Все-таки ехать оттуда, с Бестяха добираться Ага. далековато. Ага. Вы Ну, встречаете, да? Да, мы встречаем. Ага. А сами вот ездили по железному? Нет, еще не пробовали. Вот, наоборот, своих встречаем, надеемся еще ездить сами тоже. А как вокзал вам вообще вот как? Ну, вот- для нас же это все в новинку, это все шикарно, все хорошо. Все устраивает. Столько лет ждали. Конечно, все шикарно, все хорошо. Мы находимся на железнодорожной станции Нижнего Бестяха. Прибыл поезд из Благовещенска, путь из которого составляет менее 3 суток. Первый пассажир на эту станцию прибыл в 2019 году, и за это время пассажиропоток увеличился кратно, можно сказать, в разы. Давайте разберемся, что происходит по этому направлению. Мы с Алдана сюда, в Нижний Бестях, у мужа отпуск, да, Мгм. у Арсена. Вот, живем в Алдане, так как Арсен там работает Мгм. на железных дорогах Якутии. Отлично. У нас тут дом, Мгм. да, и мы сейчас занимаемся ремонтом. Отлично. Вот. А скажите, пожалуйста, вообще вот за это время, вот когда начались перевозки, как ваша, может, упростилась, может, усложнилась жизнь? Упростилась? Конечно, да. Вообще вагоны вообще все хорошие, в таком хорошем состоянии. Особенно в купе, конечно, с ребенком очень удобно ехать, так Мгм. как ребенок маленький. Получается, вы одни из постоянных клиентов, которые передвигаются Да, туда? да, мы едем постоянно на купе. Вообще хорошо, что оборудовали розетками. Есть, получается, туалет вообще хороший. Ну и удобные места вообще, в принципе, Планируете ли какую-нибудь, может быть, за пределы республики в выезжать? дальнейшем. На Да. поезде. На поезде. По идее планировали, но пока в дальнейшем, наверное, пока отложили на данный момент. Но, скорее всего, в будущем, может быть, скорее всего, поедем. Ну, то есть никаких проблем с этим нет? Да, нет, конечно, нет. Потому что так ехать удобнее, и можно поспать, отдохнуть. С 2019 года, после открытия пассажирского движения, поезд стал востребованным и нашел отклик в сердцах пассажиров. Каждый год мы видим кратное увеличение, порядка на 40% пассажиропотока. Если начинали мы в 2019 году, поезд следовал только до станции Нерюнгри, то сегодня пассажиры могут уехать до Благовещенска, Владивостока, Иркутска. Самое популярное направление – это, конечно, Владивосток. Это занимает 46% от всего пассажиропотока. Люди едут в Китай, также Владивосток – это море, ну и Иркутск, Байкал, естественно. На сегодняшний день железные дороги Якутии перевезли 221 тысячу пассажиров, что на 46% больше к прошлому году. И если смотреть также все предыдущие года, это рост, 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 рост. По республике Саха тоже востребовано, это, естественно, Алдан-Томот, Нерюнгри и Тында. Востребованная перевозка, тоже люди ездят, кто за ягодой, кто к родственникам, такие востребованные тоже маршруты. Железнодорожный вокзал развивается, открыли мы кафе в прошлом году, также установили автомат кофейный, есть книжная полка с бесплатными книжками, чтобы в дорогу могут пассажиры с собой взять, почитать в дороге. Также на вокзале есть комната матери и ребенка, пассажиры с детьми до 3 лет могут обратиться в билетную кассу и ожидать поезд в комнате матери и ребенка, там есть пеленальный столик, есть кровать, можно отдохнуть и подождать поезд. Развиваемся, делаем все для удобства пассажиров. Планируется запуск поезда до Владивостока прямого. Как сейчас до Благовещенска, то будет прямой поезд до Владивостока. Сейчас активно работает над этим и правительство, и руководство железных дорог Якутии, чтобы открыть этот маршрут.
У нас, кроме пассажирского движения, мы еще организовываем трансфер через реку Лена. И здесь мы видим, сколько пассажиров у нас едет с Якутска с той стороны и как востребована эта перевозка. 50% загрузки поезда – это со стороны Якутска пассажиропоток едет. Владивосток на сегодняшний день есть прицепные прямые вагоны до Владивостока. И загрузка у них 100% на 2 месяца вперед. И ходит этот прицепка, она почти ежедневно идет. Есть какие-то выходные дни, но почти что ежедневно прицепные вагоны до Владивостока идут. И мы находимся у пункта ожидания станции Нижний Бестях. 5 лет назад он встретил своих новых пассажиров, и за это время многое изменилось в транспортной инфраструктуре между столицей республикой и железной дорогой. С начала образования компании с 1995 года компания прошла значимые шаги и рубежи. Но самым главным, считаю, для нас рубежом это 2019 год, когда мы пришли на станцию Нижний Бестях, открыли постоянное пассажирское сообщение, ну и по тарифу 10.01 открыли станцию Нижний Бестях для грузовых операций. Начиная с этого периода мы, понимая, что логистика не должна заканчиваться на станции Нижний Бестях, стали применять комплексный подход. Мы своих пассажиров на станции Нижний Бестях не бросаем. Мы используем тоже комплексный подход, мультимодальные перевозки. То есть мы довозим пассажиров до станции Нижний Бестях, перевозим на автобусах до берега и уже на суднах довозим до речного порта в летний период и в зимний период до автовокзала в городе Якутске. У нас пассажиропоток ежегодно увеличивается, кратно причем. Да? Если мы в 2019 году перевезли 80 тысяч пассажиров, то по итогам 2022 года мы уже перевезли 250 тысяч пассажиров. Но я думаю, что не предел. Конечно же, на Нижнем Бестяхе перевозятся не только пассажиры, но и грузы, объем которых растет ежегодно. По станции Нижний Бестях идет увеличение объемов грузов. В сравнении с 2023 годом увеличение выгрузки идет на 23%, погрузка идет на 8%. Все народно-хозяйственные грузы идут в адрес промышленных предприятий, населения, торговых точек. За счет этого будет увеличение грузооборота. Соответственно, промышленные предприятия, экономика Якутии будет расти. Сейчас прибыл к нам контейнерный поезд со станции Купавны. Происходит выгрузка контейнеров на площадку. Мы довозили груз до станции Нижний Бестях и с участием наших партнеров и других предприятий довозим и довозили груз до города Якутск. Контейнерные поезда, которые сегодня приходят на станцию Нижний Бестях, они доставляются автотранспортом до берега и по паромной переправе доставляются до нашего грузового терминала Мархинка в городе Якутске, где выдаются уже конечным грузополучателям. То есть грузополучатель тем самым не имеет проблем с паромной переправой, с автомобильным транспортом, ну и имеет возможность получить груз уже в городе Якутске. Примерно на сегодняшний момент у нас отгружается порядком 320-350 тысяч тонн груза. Перерабатывается нашей компанией на станции Нижний Бестях, перевозится, соответственно, до Якутска. Значит, у нас есть сегодня комплексная расценка, в которую входит переработка груза, перевозка через паромной переправы и доставка до места клиентов в город Якутск. На сегодняшний момент все это завязано. Работаем под железную дорогу. Контейнерные перевозки осуществляет компания также Ассоциация строителей ям. Ведется вот данное место, где мы с вами стоим, оно сделано для того, чтобы сегодня клиент очень быстро и качественно получал нашу услугу. То есть контейнерная площадка, контейнерный поезд, который приходит, мы его перерабатываем в Нижнем Бестяхе, спокойно привозим сюда, под него уже стоят наши паромы, заезжаем на паромы, что в принципе сегодня это все и происходит, и перевозим на станцию, на тот берег, на Мархинку, на контейнерную площадку железных дорог. Мы уже начали не раз и не два отрабатывать вопрос по доставке сюда камня. Сегодня фирма ВИС на нас вышла в том, чтобы мы скальный грунт, который у нас находится в городе Алдане-Тамоте, мы гранитный щебень и гранитный негабарит сюда начали перевозить. Ну и, конечно, в ожидании, что на сегодняшний момент максимально упростится доставка, логистика сократится. Но самое главное, что сегодня это все повлияет на ценовую политику и, слава богу, упадет все в цене.
перед закрытием переправы все придет, и это надо будет максимально быстро доставить, потому что у нас Норхоз в первую очередь идет, это птица в Хапика, Якутский хлебокомбинат, мы в основном им перерабатываем. Строится зал ожидания для того, чтобы люди, которые будут ожидать наши паромы, они могли проводить досуг свой здесь. Для этого обустроена сейчас, сделается новая площадка, новое здание. Надеемся, что до конца этого сезона будет сделан. Октябрь-ноябрь месяц. Внутренние работы закончены на 70%. То есть у нас остается ограждение и остекление. Зал ожидания рассчитан на 100 человек временного пребывания. Он не будет круглогодичным, он будет работать в навигационный период, начиная с конца мая и заканчивая октябрем. То есть пока длится навигация, потом он просто теряет свою актуальность, потому что паромная переправа не будет работать, он будет консервироваться на зиму. Сложная логистика, необходимость перевалки грузов с железнодорожной станции на автомобили, а потом и на водный транспорт, а также необходимость доставки грузов в северные районы республики привела к тому, что строится новая ветка железной дороги от станции Нижний Бестях прямо до реки Лена. Данный путь у нас порядка 8 километров. Федеральная автодорога проходит примерно на середине. Это 4,8 километра от станции Нижний Бестях. Мы подошли, как вы видите, уже к федеральной дороге, сделали объект. В настоящее время переходим федеральную автодорогу, строим арочную конструкцию. По планам арочную конструкцию мы должны закончить в течение следующего месяца. Это с отсыпкой и сдачей полотна федеральной автодороги уже в эксплуатацию. Так как федеральную автодорогу нельзя было поднимать или что-то с ней делать, мы заглубились под федеральной автодорогой порядка 11,5 метров. Для того, чтобы сверху дорога федеральная никак не поменяла свой профиль, было принято решение сделать арочную конструкцию, вот как вы видите. Ну и, соответственно, под ней пойдет поезд под автодорогой. Общий путь разделен на два строительных комплекса. За федеральной автодорогой и перед федеральной автодорогой. Наиболее сложная ситуация была за федеральной автодорогой, и тем самым мы начали оттуда. В настоящее время работы там практически заканчиваются. Именно сложные моменты, сложные нюансы учтены, и все уже обошли. Осталось просто в одном месте взять, в другое место положить. Планируем максимально в этом году закончить. В настоящее время уложено 1,5 километра рельсоспальной решетки. Заготовлено еще 3 километра и подготовлено нижнего строения пути для укладки до 3,8 километров пути. С понедельника планируем начать работы по укладке дополнительно вот этих оставшихся 2 километров. Думаю, за неделю наши специалисты, наши путейцы это сделают. Проект создавался под эгидой ПАО «Лорб» и при непосредственной поддержке и участии главы Республики Саха-Якутия Николая Арсена Сергеевича. То есть была проведена очень большая, огромнейшая работа им по согласованию и отработкой с органами федеральной власти, непосредственно с российскими железными дорогами, и решен вопрос о строительстве железнодорожной ветки от станции Нижний Бестях до нашего причала. По завершению всего проекта, который состоит из 3 этапов, это причальная набережная, нефтесклад, железнодорожная ветка, годовой объем переработки достигнет 1 миллиона тонн в год. На данный момент 300 тонн при интенсивной загрузке мы перерабатываем в год. На данный момент 70 человек работников. По окончании проекта рабочих мест увеличится до 334. То есть здесь, соответственно, будет и социальный такой мощный толчок для поселка, для развития. Проект рассчитан до 2030 года. Изначально реализация проекта предусматривает создание здесь транспортной инфраструктуры, которая подразумевает под собой соединение железнодорожного, автодорожного и речного транспорта. То есть и призван обеспечить гарантированную поставку грузов в районы Крайнего Севера. Это, соответственно, отразится на ценах конечных потребителей. Соответственно, социальное положение жителей Крайнего Севера улучшится. Мы, конечно же, с каждым годом улучшаем свой сервис, притягиваем клиентов, пассажиров, ну и будем дальше развиваться. Конечно, это все в тесном взаимодействии происходит с администрациями Мегино-Кангаласского района, города Якутска, конечно же, с Министерством транспорта. Ну и, конечно же, все это происходит благодаря
пониманию и поддержке нынешнего руководства республики и правительства. Наша задача не заработать на перевозках, а перевести народно-хозяйственные груза по действующим тарифам железных дорог России 10.01 и обеспечить перевозку грузов уже до Республики Саха-Якутия. Айсен Сергеевич, он с большим пониманием относится к нашей отрасли. Благодаря ему мы развиваемся ежегодно, не стоим на месте. Благодаря этому развивается в целом республика.